Когда французы подают мясо, вас, кстати, всегда спрашивают в ресторане, когда вы заказываете что-то мясное, какая должна быть степень прожарки. И вот в настоящей французской кухне мясо или розовое, розе, то есть оно явно не до конца прожарено, оно внутри остается розовым и пускает такие нежные как бы слезки такого сока. Или вы даже можете заказать совсем непрожаренное мясо, то есть чуть-чуть его на сковороде держит с одной стороны, с другой, внутри оно остается синим, это называется блeu, то есть синее мясо. Или же вы можете выбрать уже совсем явно сырое мясо, называемое тартар, то есть тартар – это фарш совершенно сырой, иногда с приправами, иногда нет, как вы хотите, который подается в сыром виде. Да, я с удовольствием стала есть тартар, это сырой знаменитый фарш, очень-очень мне нравится, особенно когда он приправлен, когда там мелко-мелко порезанный лук вместе с ним подается, зелень, небольшие огурчики часто соленые, маринованные, то есть. Или же каперсы, это действительно очень вкусно, это очень сытно. Кроме того, здесь же я приучилась есть лошадиное мясо, тоже отдельная тема. Во Франции почти в каждом супермаркете продается мясо лошади, его обжаривают, тоже нужно, чтобы оно оставалось розовым, потому что если его обжарить слишком сильно, есть его нельзя, оно очень-очень жесткое, но когда оно розовое, мясо лошади имеет очень приятный вкус, оно достаточно здоровое, в нем нет жира, действительно очень вкусное мясо, конечно, проблема, что это лошадь, но я недавно узнала о том, что это лошади специального вида, и что благодаря вот этой продукции лошадиного мяса Франция сумела сохранить очень многие редкие породы вот этих вот таких тяжеловесных мускулистых лошадей. Если бы не было этой продукции мяса, эти лошади исчезли, как я понимаю.